Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. В селе Малыкай Нюрбинского улуса обнаружено тело 16-летнего подростка с огнестрельным ранением. Сообщение об обнаружении тела несовершеннолетнего с огнестрельным ранением поступило в следственный отдел 22 сентября в дневное время. На место происшествия незамедлительно выехал следователь. В ходе осмотра места происшествия установлено хранение огнестрельного оружия в заряженном состоянии. В Следственном управлении сообщили, что по факту небрежного хранения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. В Якутии растет число людей, заболевших ОРВИ. Специалисты сообщают, что превышение эпидпорога наблюдается во всех возрастных группах. По данным оперативного мониторинга управления Роспотребнадзора по республике, на конец прошедшей недели зарегистрировано более 13 500 случаев ОРВИ. Доминируют аденовирусы, вирусы парагриппа и другие виды негриппозной этиологии. В то же время продолжается иммунизация поступившими вакцинами Savigripp и Ultrix Quadro. В целом по республике планируется охватить прививками против гриппа 60% населения, в том числе 217 тысяч детей и 363 тысячи взрослых. Бесплатную вакцинацию можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. Также работают выездные прививочные бригады. Несмотря на все усилия по ограничению распространения, не отстает по показателям от сезонного всплеска простуд и коронавирус. Увеличение случаев заражения COVID-19 в столице республики в конце августа и в сентябре вице-премьер Якутии Ольга Балабкина объяснила сезонной миграцией населения. Жители Якутска массово вернулись на родину из отпусков из других регионов России и зарубежных стран, а также приездом в столицу жителей из соседних районов для закупки товаров и продуктов, сбора запасов перед зимой. При посещении рынков, торговых центров жители близлежащих улусов, так же как и жители города Якутска, должны соблюдать все санитарные эпидемиологические нормы для того, чтобы не создавать группы заражения в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции в маленькие населенные пункты. Также в Якутии в ближайшее время начнут вакцинировать от коронавируса граждан иностранных государств. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Мы достаточно долго получали это согласие по стране, они провакцинированы только в Москве. Согласие на это получили. Сейчас отрабатываем схему получения прививки, и они будут провакцинированы. Ольга Балабкина посоветовала якутянам прежде всего подумать о своем здоровье и проследить за тем, чтобы прививки получили родственники и соседи. А вопрос мигрантов будет решен в ближайшее время. Во многих районах Якутии в эти дни выпал первый снег. На федеральной трассе Лена из-за ухудшения погодных условий будет дежурить более 90 единиц спецтехники. В связи с похолоданием в Нюрюнгринском, Алданском и Хангаласском районах дорожные службы на трассе Лена перешли на зимний режим работы. Дежурство на трассе уже несут 32 единицы спецтехники. При необходимости ее количество будет увеличено до 92. Водителей призвали отправляться в путь только на подготовленных к зимним условиям автомобилях, выбирать оптимальный скоростной режим, иметь при себе запас горючего и цепи противоскольжения. Госавтоинспекция призывает автомобилистов не ждать до последнего, а уже сейчас начать подготовку своего автомобиля к зиме. Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов. В целях снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий автомобилистам необходимо поменять летние шины на зимние. В первую очередь водителям, осуществляющим поездки в межмуниципальном и межрегиональном сообщении. В непогоду быть более осторожными призывают и пешеходов быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Сотрудники ГИБДД предупреждают, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно вырастает. На этом все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.